Приветствую вас в студии на открытом воздухе. В эфире программа Ice News и я ее ведущая Сарглана Неустроева. Сегодня в эфире. Дождь и снег прогнозируют в южных районах республики. Белый медведь-путешественник прибыл в Якутск. Режим повышенной готовности объявлен в Якутии в связи с паводком. Движение по мосту через реку Хатын-Юрях прекращено в Кобяйском районе. Сообщается, что произошел размыв дороги талыми водами, а также частичное разрушение мостового перехода. На месте установлены временные дорожные знаки, организовано круглосуточное дежурство. Восстановительные работы по замене моста планируют начать после спада уровня воды в реке. Участок автодороги Кобяй закрыли из-за аварийного состояния в Якутии. Решение принято по отрезку Асыма-Бясь-Кёль-Кобяй-Сангар в связи с разрушением земляного полотна талыми водами и частичного разрушения конуса с правой стороны деревянного моста через реку Хатын-Юрях. В связи с этим запрещен проезд для всех видов транспортных средств. Ранее наш телеканал сообщал, что восстановительные работы по замене разрушенного мостового перехода планируют начать после спада уровня воды в реке. В Якутии в связи с прохождением паводка объявлен режим повышенной готовности. Первый заместитель председателя правительства региона Дмитрий Садовников сообщил, что на сегодняшний день ледоход начался на малых реках. Повышение уровня воды из-за вскрытия реки Алекма наблюдается на реке Лени в районе населенного пункта Солянка. Хотя активная фаза ледохода проходит на территории Иркутской области в 300 километрах от территории Якутии. По нашим малым рекам ситуация остается напряженной. Сегодня мы видим повышение уровня воды на реке Вилюй. Также есть такая же картина на реке Алдан. Также у нас продвижки льда и вскрытие реки началось на реке Амга. И сегодня, пользуясь случаем, хотел бы призвать жителей быть начеку, блюсти безопасность. Охотников призвать максимально, как говорится, ограничиться выходом на рек, чтобы не было у нас таких сложных ситуаций во время этой напряженной ситуации. А тем временем образовавшийся затор на реке Алекме прорвала у села Троицк в Алекменском районе. Сейчас там наблюдается редкий ледоход, уровень воды стремительно падает. Ранее лед, вышедший из рек, повредил дачи в местности Кресты. В связи с этим собственников просили вывести ценное имущество и покинуть территорию. На реке Лени в районе села Харинцы подъем воды за последние 4 часа составил 175 сантиметров. На протоке идет ледоход. На реке Нюя идет активная фаза, наблюдается густой ледоход, ниже по течению у гидропоста Курум редкий ледоход. В ближайшие сутки прогнозируется выход воды в реку Лену. На реке Алдан скрывается верхнее и среднее течение, наблюдается ледоход разной интенсивности. Ниже Учура до устья подвижки и разводья. Ледоход на этом участке может начаться в ближайшие дни. Основная фаза вскрытия реки Лена. Сейчас только подвижки начались у поселка Витим. И начинается вскрытие рек Алдан, Амга и Малых рек. В связи с тем, что река Лена у нас в этом году ледоход начался позднее, начались вскрытие малых рек, в том числе река Алекма вышла на устье. В период межсезонья единственный путь попасть на тот берег Лены – заплатить деньги и переправиться на воздушной подушке. Сегодня пассажиров возят 3 разные компании. Тариф составляет 1000 рублей – вполне приемлемая цена, учитывая, что в предыдущие годы цена доходила и до 3000 рублей. Повысятся ли тарифы сейчас и что предлагает рынок перевозчиков в межсезонье, узнавала Ульяна Шагина. На пляжном побережье 202-го микрорайона кипит жизнь. До купального сезона пока далеко. Между тем, здесь влавствуют суда на воздушных подушках. В межсезонье для горожан и гостей столицы это единственный выход перебраться на тот берег Лены. Ну, лучше, да, когда есть они.
А то если хуже было бы... Раньше вертолеты же, такая очередь, по 5000 летали. Лучше, что так есть. С 202-го традиционно курсируют хибусы. Леновод-сервис – один из самых крупных сегодня частных извозчиков, на счету которого 20 таких судов на воздушных подушках. Кроме того, 5 специальных тайфунов, которые не приостановят работу и в самый пик прохождения ледохода. В это время стоимость проезда традиционно станет выше. Дорога-то вот сейчас начала ломаться. Но я думаю, когда уже шевеление льда будет, может до 1500 дойдет. Извозчики не скрывают, цена может увеличиться и до 2500 рублей до одного берега в этот непростой период, так как помимо рисков добавляется и расход топлива. Между тем, до праздников возили за 1500, но аккурат перед майскими снизили цену до 1000 рублей. Что это, конкуренция или все-таки праздничный подарок для жителей? Вот что объяснили в компании. Кому-то надо в гости съездить, 10 дней, что сидеть-то дома-то? Это целый отпуск получается. Ну и вот мы решили, значит, как бы помочь людям. Цена пока хорошо же, до 2000 доходит. Резкое снижение цены может быть и результат конкуренции. Так, с этого года с 203-го микрорайона начали курсировать новые суда компании «Лорб». Это скоростные «Нептуны». Какое-то отличие есть от этих вот судов у вас, от хибусов? Ну, как отличие? Побольше, помощнее. Вот, в принципе, и все отличие. При загрузке в 22 пассажира сегодня возят только 11. Как объяснил капитан судна, это связано с тем, что оформлено судно как маломерный транспорт и больше возить не имеют права. Между тем, людей привлекает скидка для инвалидов и пожилых. Тут, говорят, социальная же, То есть скидка, да? со скидкой. Вот вчера приехал, он удостоверение показал, 200 рублей скидка. Как мы видим, здесь народу очень мало. Это может быть и результат неосведомленности, а также отдаленность от парковочного места. Там стоит шлагбаум, и чтобы пройти до Нептуна, людям приходится идти пешком по песку примерно 200 метров, что не очень, конечно же, удобно, особенно для пожилых людей, а также людей с вещами. Кроме того, близость с многоэтажками оставляет вопросы. Шум от мотора таких судов довольно-таки ощутим. Они гудят, как самолеты. К примеру, для хибусов администрация столицы в этом году впервые выделила специальное место после прохождения всех проверок, в том числе и на звуковые барьеры. Так что можно себе представить, каково сейчас жильцам близлежащих от берега домов. Ульяна Шагина, Илья Сыромятников, Якутск. Вертолет с белым медведем, отловленным в поселке Джибарики-Хая, прибыл в Якутск. Об этом рассказал министр экологии Сахамин Афанасьев. Сегодня в Москве пройдет заседание комиссии по редким и находящимся под угрозой исчезновения животным, где будет принято решение по дальнейшей судьбе медведя. Перелет в Якутск он перенес неплохо. По прибытию его отправили в зоопарк Арто-Дайду для передержки. Сахамин Афанасьев заявил, что есть два варианта развития событий: выпуск в естественную среду на море Лаптевых или дальнейшая передержка в зоопарках страны. Медведь угрожал, конечно, людям. Он зашел уже в поселок, и в местах естественного пребывания он не мог добывать себе пищу. В связи с чем было принято решение направить оперативную группу Минэкологии. Ребята справились очень хорошо с поставленной задачей. Помог нам экипаж полярных авиалиний. Медведь перелет перенес неплохо. Сейчас коллеги повезли в зоопарк республиканский для передержки и для карантинных мер. Возможно, Мишка, пока гостит в Якутске, поможет ученым. Ведь на этой неделе стартует научная экспедиция по изучению белого медведя и других морских млекопитающих под названием «Хозяин Арктики». Впервые акция прошла в прошлом году. Тогда ученые провели тестовые авиаучеты вдоль побережья Карского и Баренцева морей. В этот раз исследуют малоизученные акватории. Для этого 14 мая из аэропорта Тикси вылетит самолет с учеными на борту на поиски медведей по 10 маршрутам, каждый не менее 1000 километров. Главная задача – это сохранение краснокнижных животных Арктики. Проект поможет понять, сколько сегодня белых медведей живет в Якутии, определит ареал их обитания и пути миграции. Нам очень важно понять вот эту миграцию, куда она идет, зачем идет, что они делают, что сегодня с сырьевой базой происходит для медведя. Потому что, посмотрите, не просто сегодня медведь белый зашел
в середину Якутии, в Джабарике. Представляете, он зашел куда? Он прошел 1000 километров. Спокойно зашел там, где моря нету. Мы ждем от вас, ученых. Соответственно, эта программа для нас очень важна и интересна. Далее о погоде. Сегодня в столице республики без осадков. Температура воздуха плюс 12, плюс 14 градусов. Ну а ветер северный 3,8 метров в секунду. На территории республики в ближайшие сутки синоптики прогнозируют дождь и даже снег на Колыме, Валданском и Нерюнгринском районах. Ветер порывистый до 8-13 метров в секунду, а в Булунском районе до 15-17 метров в секунду. Температура также не будет радовать высокими показателями, разве что на юго-востоке 13 мая плюс 15, плюс 20 градусов. Это были все новости к этому часу, ну а я с вами прощаюсь, до встречи.